Добрый вечер. Пожалуйста, какие вопросы? Добрый вечер, Владимир Владимирович, телерадиокомпания «Мир», Екатерина Абрамова. Вот вчерашний весь день был посвящен у вас неформальному саммиту стран Содружества, и вы целый день провели его с коллегами-президентами. Сегодня, можно сказать, уже полноформатный саммит ЕАЭС и с большой повесткой дня. Скажите, какие бы итоги этих 2 дней вы бы отметили? Вы знаете, дело не в итогах 2 дней, дело в итогах года. А итоги года есть показатели неофициальные, никто с ними не спорит, это объективные данные. У нас существенный рост товарооборота, несмотря на рецессию у многих наших традиционных ранее партнеров. В еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Беларуси 5,4, 5,5% по результатам года. В России мы тоже в целом довольны результатами. 3,9, скорее всего, будет под 4. Но в Беларуси 5,5. Это хороший результат. В Армении, скажем, еще больше. А объем товарооборота между Россией и Арменией в 2 раза по сравнению с прошлым годом вырос. В 2 раза. И будет составлять где-то по итогам года больше 10 миллиардов долларов. И так почти, практически со всеми странами. Вот результат. А что касается работы последних 2 дней, то можно сказать коротко. Мы стали ближе друг к другу. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Все больше мы слышим заявлений и рассуждений из-за рубежа и от политологов, и от официальных лиц о том, что конфликт на Украине может быть завершен уже в следующем году. И все гадают, каким образом. А в команде Трампа и рассуждают... У нас так говорят в народе, да? Вашими бы устами да мед пить. Вот мы тоже стремимся к завершению конфликта. А в команде Трампа и говорят, и прямо заявляют, что конфликт может быть заморожен при условии гарантированной отсрочки от вступления Украины в НАТО на 10-20 лет. Как вам такая формула? А кто так говорит? В администрации Трампа есть и рассуждения со ссылкой на спецпосланника по украинскому кризису по этому поводу. Я не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента Соединенных Штатов. Я знаю, что мне об этом говорил, это не тайна никакая. Еще в 2021 году действующий пока президент Байден, он мне предложил именно это. Отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил, да, она не готова сегодня, но вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторических, так сказать, расстояний и сроков, это одно мгновение. Для нас какая разница? Сегодня, завтра или через 10 лет? И в этом смысле я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента, но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали? Разницы никакой. Я не знаю, как будет дальше развиваться эта ситуация, каковы будут установки от избранного президента своим коллегам в администрации. Посмотрим. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Андрей. Владимир Владимирович, скажите, вы до конца года еще ожидаете чего-то для себя и, главное, так сказать, от себя? Вопрос туманный. Что значит от себя? Андрей, я не очень понимаю, что значит от себя. Например, я ничего такого особенного не ожидаю. Может быть, я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану. Да. План этот всех моих действий, правительства, у нас администрации, Центрального банка, мы между собой согласовываем все наши шаги и действуем вполне стабильно и предсказуемо. Ничего необычного мы как бы не прогнозируем, ничего необычного прогнозировать и невозможно.
Кто-то ждет, что взлетит и приземлится орешник, например. Ну это, вы понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Ну, против нас используют определенное оружие. Мы используем такое же. Но, послушайте, они применили 5-7 там систем атакамс. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом 240 или 220, что ли, один удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. Может быть, уже заключительно? Пожалуйста, пожалуйста. У нас заканчивается високосный год, и, как положено високосному году, он был тяжелый. Вот каким вы хотели бы видеть следующий год? Что для вас самое главное? Если говорить о России, конечно. Самое главное – благополучие российского народа. Уровень жизни, стабильность, снижение. Вот в сфере экономики это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков там, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году, там под 4%. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен. Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы. Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров. Иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге при игре в долгую может нанести нам ущерб. Поэтому у нас предложения и планы, они сбалансированными являются. У нас сбалансированная макроэкономическая политика. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые... Вот мы с вами разговариваем, они сражаются. Вы знаете, что вот мне... Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта, но я когда интересуюсь, а я делаю это каждый день, днем и ночью. Это в прямом смысле этого слова. Вот на определенных участках происходят определенные события. Ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров, а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд. Вот мы с вами стоим, здесь тепло, на улице ветрено, да, мы с вами стоим, здесь тепло и светло. А ребята вброд. Что это такое? Вот идут по грудь в воде и автоматы несут сверху. Они воюют за Россию. Вот мы исходим из того, что мы будем добиваться успехов на линии соприкосновения боевого и будем добиваться тех успехов, решения тех задач в сфере экономики. Она база всего, и решение социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле этого слова, что мы будем двигаться в соответствии с намеченными планами. У меня есть основания полагать, что все так и будет. Пожалуйста, сейчас к вам, ладно? Спасибо. Ольга Матвеева, радиостанция «Маяк» и Вести ФМ. Жители Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ, они сейчас начали получать жилищные сертификаты. Их они могут использовать для того, чтобы либо отремонтировать пострадавшее жилье, либо купить другое жилье в разных регионах России. В Белгородской области там немного другой подход, точнее сказать, совсем другой подход. Там жителям деньги поступают на специальные счета, которые они могут потом использовать только для ремонта своих пострадавших домов. Скажите, пожалуйста,
Не планируется ли федеральной власти или вы точно так же ввести в Белгородской области жилищные сертификаты, чтобы они могли потратить их для того, чтобы приобрести жилье в других регионах России и, возможно, переехать в более безопасные места, если они этого хотят? Спасибо. Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, Министерства финансов, выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону. А регион в диалоге с людьми, именно это хочу подчеркнуть и повторю еще раз, должен выбрать наиболее оптимальный для себя, для людей способ решения этих вопросов. Если кто-то решит в Курской области, в любом другом месте, что лучше получать сертификаты и дать возможность людям право выбирать приобретение жилья где угодно на территории Российской Федерации, мы пойдем навстречу людям. Для нас задача заключается только в этом, чтобы люди, которые и так пострадали, и так прошли через тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи, но одна из них, безусловно, это жилье. Поэтому это вопрос даже не к нам, это вопрос к региональным властям. Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы, но мы с ними постоянно в контакте. Мы будем делать так, как они нам рекомендуют, а надеюсь, что их рекомендации будут основаны на пожеланиях тех людей, которые живут на этих территориях. Спасибо. Сейчас. Да, я вам обещал, да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. С наступающим вас, Юношев Лайф. Вы сами только что сказали, что постоянно на связи с командирами и днем, и ночью. Значит, у вас самая полная информация о ситуации на линии боевого прикосновения? Полная. Полная. Не самая, трудно сказать, но достаточно большая. И интуицию у вас развита, мы заметили. Вы сами для себя во что верите? Верите, что в 2025 году конфликт будет закончен, естественно, нашей победой? Я в Бога верю, а Бог с нами. Что еще? Пожалуйста. Добрый день. Агентство ТАСС, Юлия Бубнова. Хотели спросить про визит Роберта Фица к нам. На прошлых выходных он приезжал. Не могли бы вы рассказать, о чем удалось договориться? Получилось ли решить газовый вопрос с поставками в Словакию и в Европу вообще? И правда ли, что он предлагал свою страну как площадку для переговоров с Трампом? И если да, то что вы ответили ему? Спасибо. Вы знаете, мы, как правило, же не выкладываем на публику то, о чем мы говорим, если не согласовываем сообщать прессе то, о чем мы договариваемся. Я думаю, что на меня господин Фица не обидится. Да, действительно, он сказал, что если переговоры будут по мирному урегулированию, а хочу подчеркнуть, что господин Фица, я не знаю, у него там могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, еще с кем-то в Евросоюзе, как-то у них там что-то не все складывается с точки зрения взаимопонимания. Но он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и подтапливал, и топил за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было, но он именно об этом говорил, на этом и сосредоточил свое внимание. Первое. Второе, что касается места проведения, да, он сказал, что если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Потому что Словакия занимает такую нейтральную позицию. С нашей точки зрения, эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант. По поводу договоренности в сфере энергетики, а мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я 1000 раз уже сказал, могу повторить. Польша закрыла маршрут через свою территорию. Потому что там же действующий маршрут. Никто его не поражал, взрывов никаких нет. Он работающий. Достаточно только кнопку включить, и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал-Европа. Проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять. Другой маршрут через территорию Украины. Вот война войной, да, а мы же поставляли.
регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит. Ну и что? Значит, Украина взяла там 2 маршрута через Суджу и через Сахрановку. Сахрановку, значит, да, наши войска взяли под контроль. И полгода, по-моему, даже, если не больше, спокойно все это функционировало. И на этом пункте пропуска находились украинские специалисты. Они там работали, их никто не обижал, никто не трогал. Они спокойно там функционировали. Все было нормально. Потом почему-то кому-то в голову там в Киеве пришло, что надо бы это закрыть. Взяли, закрыли. Под тем предлогом, что российские войска контролируют. Ну да, а полгода назад вы о чем думали? Все работало. Значит, какие-то были причины другие, я не понимаю, какие. А теперь Суджа, там боевые действия идут, да, находятся фактически под украинским контролем. Но мы просто продолжаем поставлять 14 миллионов по году, по суткам. Понимаете? Значит, если, но, тем не менее, несмотря на то, что они сейчас контролируют Суджу, они объявили о том, что продлевать контракт транзитный не будут. Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут, не надо. Значит, они клюют с руки, как я уже говорил, Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может. Но вот теперь наказывают ту же Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты, в Европу. Значит, и так-то им там непросто, уже под $500 за 1000 кубов цена на газ выросла. Но сейчас вот мы с вами говорим, я говорю, контракта нет. И за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет. Но сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика. Так? А в чем проблема заключается? Они вот объявили об этом, не будет контракта, не будем продлевать. А потом осознали, что для них, для самих это проблема. Засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо НАК Украины, значит, заключил с нами контракт на этот транзит. Значит, по территории Украины, чтобы до границы он шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины под чьим-то другим контролем, чтобы там, не знаю, соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины. А на границе Украины и Европа, чтобы опять там «Газпром» со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у «Газпрома» контракты длительные до 35-го, до 49-го годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень. Трудно разрешимая, неразрешимая, во-первых. А во-вторых, есть еще одна вещь, я вам так подробно говорю, но чтобы не было спекуляций, пускай все знают, о чем речь. Значит, они закрыли нам, Украина закрыла нам один из маршрутов через территорию Украины, поставок в Европу, через Сахрановку. Закрыли и все. А у нас контракт с ними ship or pay. Транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос «Газпрома», вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит. Ну, мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги. Ну, бред какой-то. Теперь, когда говорят, пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и еще сотня с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда в безакцептном порядке, так называемом, эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счет погашения иска Украины к «Газпрому». Ну, бред. Ну, мы же не можем. Мы сказали, мы будем поставлять.
Даже если это будет там Сакар азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо значит, словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда, это что за бред? Сказали нет, забирать не будем. Ну, тогда пожалуйте бриться, живите без нашего газа. Надо завершать. Давайте, вот с красный галстук, он такой предновогодний. Спасибо. Владимир Владимирович, Николай Иванов, «Известия». Служба внешней разведки в начале недели сообщила о том, что... Не пугайте нас, мы и так смирные, что... СВР сообщила о том, что Молдавия может стать новой горячей точкой на карте. МИД накануне сказал, что будет попытка расшатать ситуацию в Белоруссии. Естественно, с помощью Запада. Может быть, наивный вопрос. А что нужно сделать, чтобы прекратились эти попытки поджигать наши границы? Быть сильными. С Новым годом. Всего хорошего. До свидания.